Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел, не побоюсь этого слова, практически человек, оркестр, автор книги, полиглот, психотерапевт, путешественник, саксофонист и коренной москвич Евгений Ковешников. Евгений, приветствую, познакомьтесь с Семеном. Да, я знаю, что вы не местные, тем более, что спасибо, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в гости. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, пожалуй, что будем делать? Что будем делать? Да, что будем готовить? Вот. Что будем готовить? Я долго думал, Ага. что готовить, и понял, что надо приготовить что-то простое, но вкусное. Потому что девиз одной из книг, которую я продюсировал, «Просто делай, делай просто». Делай просто. Да. То есть практически созвучно. У нас просто вкусно. Просто вкусно, да. А у вас просто делай просто. делай вкусно. Просто делай вкусно, да. Так. И из этого я взял именно вторую часть. Ага. Делай просто. Делай Да, просто. потому что, соответственно, на самом деле я много где побывал в разных странах, и я вот гедонист, то есть я люблю получать. тоже. Вот видишь, мы здесь еще раз. Да. Да. Иногда даже говорю, что я пассионарий. Вот так, да? Да, Ну, даже так. я гедонист, как я шучу, заслуженный гедонист Московской области. Ага. И я люблю очень получать новые вкусы. И я заметил, что далеко не всегда самая вкусная еда очень сложная. Ну да. Иногда она бывает супер простая, но в этой простоте, конечно, много чего кроется, например, качество продуктов. Да, вот, например, мы, значит, здесь с мясом, жеребятина, да, такого мяса же очень сложно где-то найти, кроме Якутии. Кроме Якутии, да. Кроме Ну, Якутии нигде не найдешь свежезамороженное мясо. свежее. Вот Да, вчерашнего да, забоя. Да, грубо вчерашнего говоря. забоя, которое должно быть, жеребенок должен быть выращен определенным образом, и, соответственно, должны быть морозы, оно не должно размораживаться. То есть, с одной стороны, вроде, казалось бы, мясо и мясо, вот все просто. Но на самом деле там же совсем не просто все, да, то есть там очень много труда людей, и такого мяса больше нигде не найдешь. Поэтому, И его надо кушать здесь желательно. да, Да. да, Это тоже важно, да, потому кстати, что... да, его надо кушать здесь, и поэтому я решил, что надо использовать вот такой местный колорит, местные продукты, и поэтому я предлагаю приготовить два вида таких длинных сэндвичей, да, который один будет с жареным мясом, а другой сырым, тонко нарезанным, и под них будут разные соусы, да, потому что, под сырое очень хорошо идет соевый, а под мясной такой сладковатый. Вот, в принципе. Хорошо, давай потихоньку приступать. С чего начнем? С чего начнем? Берем сначала хлеб, да? Да, берем сначала хлеб. Так, и покажи, как ты подразумеваешь его. Я думаю, что мы сделаем его так, да, чтобы. Смотри, Да. толщина нормальная или вообще посередине? Не, мне кажется, даже чуть-чуть потоньше, да. Так. И потом мы хлеб будем этот обжаривать. Поджарить чуть-чуть, да? Да, поджарим на сливочном масле. У меня так жена делает, мне очень нравится. Это лайфхак. Итак, Потом затем Да, и мы, вот класс, вот, идеально. и второй Просто, кусок. да, и второй кусок такой же, просто. А как ты сказал, откуда хлеб? это, по-моему, наше местное производство, Немигунский, по-моему. Да, классно. это рядом с Якутском, у нас знакомый парень сделает. Здорово, идеально. Вот мне кажется, даже лучше чиабатты, которые я искал вчера. Практически будет чайбата, это итальянское что-то. Да, итальянская. Кстати, такой момент я же врач по образованию, Так, закончил медицинский институт, и я очень увлекаюсь всякими провод. исследованиями по работе мозга. Так. По работе мозга. И я прочел такое интересное исследование, что чем более разнообразная пища, которую мы употребляем, тем лучше работает наш мозг. ну да, Это же соглашусь. классно.
Это же Ну, потому такой... что питание мозга, ну, вообще считается, что это общеизвестный факт, что мозг вырабатывает, не вырабатывает, а требует очень много энергии Да, от очень пищи. большое количество. Да, даже больше, чем мышцы. Да, там Да. большое количество. Да. Слушай, ну я знаю, что ты не местный, точнее, я уже всем об этом объявил, коренной москвич. Да. Чем на этот раз здесь, в Якутске, я знаю, что ты много раз здесь уже бывал. Это пятый Пятый или раз, шестой да. раз. Ага. В Якутске первый раз я приехал, осенью был снег. Второй раз я приехал, зимой был снег. Третий раз я приехал весной, был снег. Да. И где-то от минус 30 до минус 40. Ага. И потом я приехал летом, и была такая жара, что я не ожидал. Ага. Я вот весь июль, ну, почти... Умирал от жары. Да. И сухо. Ну, я больше даже не от жары, а от того, что все время светло. Я не привык. Я не привык. То есть жарко, ладно, я жил в разных жарких странах. Мгм. Там, в Израиле тоже достаточно, значит, в Китае, на юго-востоке я Мгм. жил и учился там как раз. Там тоже жарко, но тут светло. Мгм. И мы приходили, было светло, просыпался, было светло. И вот Когда это как раз... часы смотришь, утро или день? Да, я совсем не Да-да-да. понимал. И вот- Утро или вечер, да, да? и тут у меня прям организм, я на какое-то время не мог вообще, перестал работать. Мгм. Хотя мне партнер вообще мне говорит, что ты не работаешь. Но тут я совсем, видимо, Вообще не перестал это делать. Ага. Вот. Я приехал по делам компании нашей якутской. И я приехал презентацию своей книжки сделать. Да, кстати, я вижу твои Смотрю, книжки, да? да. На одной волне, кстати. Да. Да, это книжка на одной волне. Так, а можно какую-нибудь вилку? Так. Ага. Автор. Я автор этой книги. Мгм. И Насколько мне известно, это первая книга твоя. да, это моя первая книга. Это моя первая книга как автора. До Как этого, автора, да. До этого книги, над которыми я работал в качестве продюсера и главного редактора. И среди них вот «Просто делай просто», Оскар Хартман, это наш партнер. Ну, это прям известная книжка, это бестселлер. Который бестселлер мощный. Да, это мощный бестселлер. Вчера ты мне сказал, что больше 150 тысяч, по-моему, экземпляров даже вышло. Да, мы продали, это вот только бумажных. Да. Потому что электронных аудио их вообще никто не считал. Сколько их на самом деле. Ну, и хотя можно, это можно. Ну, мне кажется, что суммарная аудитория около 2 миллионов Мгм. людей, которые так или иначе взаимодействовали, прочитали бумажная книга, электронная или прослушали аудиокнигу. Мгм. О, класс. Так, Семен принес нам Да. шипцы. Мне кажется, уже можно переворачивать. О, О. класс. Прям как вот у моей жены получается. Как реально получается, да? Да. Да, давай немножко сделаем экскурс в историю, да. Ты родился в Москве, учился, и что было дальше? То есть я хочу объяснить твоими устами телезрителям, как вообще ты дошел до жизни такой. Я родился в Москве, Так, учился в обычной школе. какой район? Я потому что в Москве тоже жил. В Строгино. Строгино, так, да, так. я там, родился я в центре, а вырос как раз в Строгино. Это северо-запад Москвы. Я знаю. Учился в обычной школе, она была французская. М, Да, с французским уклоном. И в нашем доме жил преподаватель французского. И меня мои родители Чуть было не сказал гувернер. Шутка. определили. О, класс, мне кажется, вообще идеально. Да. Ой. Так. Все, заряжаем следующее. Итак, определили французскую школу. Французский, кстати, это такой язык, который надо долго учить, например. Там в языках, когда начинаешь учить, там есть такая штука, которая называется зона плато, да, вот это рост, да, а потом, когда на плато выходишь, и где нет отката. Мгм. Вот. И откат, это значит, что вы не забываете язык. Вот во французском это достаточно такой долгий период. Да, то есть Вроде как бы ты то, что нужно, все знал, грамматику, пунктуацию и все прочее, и на какой-то там словарный запас застревать. Или что? Произношение, нет, просто если вот, понимание. да, я 10 лет учил французский язык, вот реально Оу. 10 лет. Ну, это очень много. Вот прям, да. То есть я в течение 10 лет всей школы я ходил к педагогу, и в школе еще занимался. Это мне позволило не забыть французский язык. Мгм. Ну, то есть я преподаю французский, сейчас придет француз, я с ним пообщаюсь. Честно сказать, я в школе слабо воспринимал язык Мгм. почему-то. А вот в частных, ну, то есть урок с педагогом 1 на 1, они прям действительно эффективные. Поэтому на самом деле я считаю, что язык надо учить. Вот чем меньше народу в процессе этого В среде. участвует,
тем лучше. Среде. Вовлеченность больше. Ну да, то есть надо с педагогом непосредственно, потому что педагог должен вот сразу смотреть и корректировать. Да, потому что когда в группе учишь, надо быть взрослым и более осознанным человеком. А вот Ну для да. ребенка идеально то подходит. есть ты должен понимать, для чего это тебе надо. Да, да, да. Ну, и да. грамматику надо понимать. Ага. Кстати, я четко помню, я не понимал грамматику класса до 5-го, вообще ничего не понимал, да? Ага. Вот Времена, падежи, вообще не понимал. наклонения. Да, как тяжело. образуются времена. И потом я помню тоже такой момент, пам, и я начал все понимать. То есть, что Прямо это как значит? будто щелкнуло, Как тумблер. будто щелкнуло, как будто перещелкнуло, да, как будто тумблер включили. То есть, скорее всего, это мозг наш развивается. Ага. Да, вот в этот момент, когда мы не хотим учить, когда, Ну, мы какой-то барьер себе ставим. И говорю, ну, учу, ну, там французский. Да, ходил на школу, сколько там французский? Ну, нормально, и все. но если заставить себя и пройти, то в какой-то момент произойдет вот этот вот щелчок, и пойдет прогресс, и пойдет понимание предмета. Бух, Да, резко. Да, то есть я выступаю за то, что за маленькие шаги, сила малых шагов. Мгм. То есть мы очень переоцениваем такой рывок и очень недооцениваем силу малых шагов. Технику маленьких шагов. Да. Да, а Кстати, есть такая техника психотерапии. она везде есть. Я бы сказал, это техника малых шагов, это техника людей, которые любят что-то достигать. Мгм. Ну, Вот. то есть, если у тебя есть цель, ну, хотя бы чуть-чуть каждый день что-то делать, чтобы идти к ней. Да, вот смотрите, вот 24 часа мы возьмем, да, допустим. И если мы человека посадим вот за стол и скажем, учи 24 часа язык, результат будет нулевым. Ну, тяжело. Ну, Ну, потому что- практически ничего не будет. Да, он там первые 2 часа там он будет думать, потом заболит голова, потом он заснет. Да, то есть, Отвлечет на социальные сети, да, на кушание, на даже сон. Если, да. Даже если мы чисто эксперимент проведем и посадим, вот, да, вот учи 24 часа, и результат будет нулевым. М. Но если эти 24 часа разбить по часу и распределить на, допустим, 8 недель, да, по 3 раза, Мгм. то через 2 месяца Уже будет будет какой-то... результат уже. Какой-то будет результат. То есть уже будет, человек может что-то сказать, да, что-то написать, Мгм. прочесть, какой-то простой диалог. То есть нейроны памяти должны вырасти. Мгм. Они должны связаться между собой. Ну, мозг это тоже как мышца, его нужно прокачивать. Можно. Ну, нужно, да. И нужно, и можно прокачивать, я да, имею в виду. да. Ага. Ну вот, я знаю, что ты знаешь 15 языков. Да. Французский, английский. И каким образом... Итальянский. Да, нет, ты выбирал, и каким образом языки к тебе начинали вот так прикрепляться? Ну вот первый язык я не выбирал. Мне, значит, это правильно. Ну, французский, да. Французский язык, да. Родители, слава богу, родители. Ну, английский тоже потом понятно стало, что без английского там Ну никуда. И вообще английский это... Но в те времена, ну, как бы, русский, если знаешь, ну, следующий английский, все. Ну, как бы Да. выбор. И школа такая была, ну, редко, когда французский, английский, либо немецкий, ну, вот так. Да. Так, Ну, так. это, да, я в 90-х, получается. Да, учился. 90-х, ага. Да, в 90-х годах. И потом я перешел в другую школу, медицинскую. Такой медицинский класс был. Это уже вот 9-10 класс. Очень, на парке культуры, очень классная школа, 12:53. И там сразу сдаешь экзамены и поступаешь одновременно. То есть выпускные экзамены являются вступительными в академию медицинскую. Мгм. И очень сложно там было учиться, и там нужен был очень хороший английский. И мне опять помог педагог частный, который меня готовил. Поднатаскал. Да, поднатаскал. И вот получается, после школы у меня было 2 языка. Вот, Уже. уже. Мгм. 2 языка на хорошем уровне. А потом медицинский, наверное, латынь, эсперанто. Ну, латынь, конечно, да, латынь. Латынь, это же... Кстати, латынь мне очень легко давалась. Да. Очень легко давалась латынь. И я, значит, на 5 ее сдал, я помню, эту латынь. И мы учили очень интересные всякие латинские выражения, крылатые выражения, так, terra incognita, да, неизвестная земля. Или Да-да-да. мы учили еще всякие, выискивали смешные, типа asinus asinorum in secula seculorum, что значит осел из ослов во веки веков. Мгм. Вот такого плана. Или asinus exiguo pabula vivunt. Значит, осел удовлетворяется скудным кормом. Им вот на диктанты, когда писали латынь, я писал все эти выражения. Ну и педагог, может быть, и не очень был рад, но написано правильно. Все, выражение сделано. Поэтому греческий и латынь, ну, терминология, в принципе, да, Ну очень да. хорошо. Потому что все наше устройство нашего тела врачи учат на На, латыни. на латыни, да. Да. Это уже профессиональные требования. Да, а болезни на греческом. Ну да. Поэтому тоже, кстати, вот так. И
У меня в группе учился кореец Так. из Южной Кореи. Мгм. Хо Бинок его звали. Если нам было тогда сколько, по 18 лет, да, вот, то ему было 30 лет. Он приехал из Кореи, он решил стать врачом, он работал инженером в Samsung и приехал учиться. Он очень плохо говорил по-русски. И я говорю, ну, давай ты меня корейскому будешь учить. Так. Вот, и он начал меня учить В обмен корейскому. на русский. Да, в обмен на русский. Я ему помогал. Бартер. Да, я ему помогал с русским, а он корейский. И потом я пошел в корейскую школу в Москве. Такой центр есть, по выходным занимался. Вот. И как-то само собой корейский. Четвертый уже. Да, третий, наверное. Мгм. Даже, да, третий, там еще итальянский затесался. Как? На третьем курсе медицинского института я уехал на практику медицинскую на Сицилию. Мой друг, Коза Ностра. да, Коза Ностра, кстати. Мой друг из моей школы, он был президентом ассоциации студентов-медиков. И это такая ассоциация всемирная. И можно поехать в любую страну. И Стажировка. Да, заплатить только за билет, а проживание тебе оплачивают. Мгм. То есть ты живешь либо в общежитии, либо у кого-то дома. И вот я уехал в Италию, на Сицилию на несколько месяцев. А потом ко мне приехала итальянка. И она у меня жила дома несколько месяцев и тоже работала в госпитале. То есть там такой был обмен. Мгм. Очень интересный. То есть включение и в работу, и в язык, но в среду, ну куда деваться, надо учить. Я не знал язык, да. И мне так понравилось в Италии, что я вернулся. Перке? Да, Перке? да, почему? Почему? Да. Как забой? Что Да, ты да, да. хочешь? И мне так понравилось это изучать, жизнь в Италии, что я решил изучить итальянский. Мгм. А Очень ка- красивый язык. Очень красивый язык. Самый мелодичный считается почему-то. Ну да, потому да, что да, много потому- гласных. Там Ага. много гласных, он действительно такой мелодичный, он несложный, Ну да, И говорят. я выучил итальянский по телефону. Я просто общался со своей подругой из Италии, звонил ей. У меня был учебник, я купил. Я понял, что с французским очень легко учить итальянский. Грамматика та же Ну самая. да, романская группа все равно, да. Да, вот все романские языки, у них очень похожа грамматика. Французский, итальянский, испанский, португальский, румынский. Он уже 5 языков. То есть Мгм. вот такая вот штука. И, соответственно, за год я вполне нормально заговорил. Уже сносно. Хорошо, нормально, я говорил вообще без Ага. проблем в Ну, то компании. есть мог Италии и Я вернул- анекдот рассказывать, чтобы Да, люди да. смеялись. Да, я вернулся Это в Италию. один из постоянно. критериев, кстати, языка, чтобы ты держателю языка, носителю языка рассказал анекдот, и он понял и засмеялся. Вот. Да, юмор, считается так. юмор, да. Но вот юморить достаточно сложно же на Да, языке. тут сложно, потому что нужно передавать интонацию, нужно передавать некие культурные аспекты, Да, которые да, только да. они могут это прочувствовать. Я Да. помню, вот Жванецкий говорил, что он там летел, по-моему, с английской королевой. Вот он говорит, как бы я хотел знать английский язык, сколько бы я мог ей сказать. Он же мастер владения словом был. Да, да. Я знаком с ним реально вживую был, это было прикольно. Это Мгм. был супер мастер. Опыт. Мгм. Да, он мог с русским языком такое вытворять, да, вот эти крылатые фразы. Я не Мгм. знаю, ну, думаю, сейчас, я думаю, ты любишь Жванецкого тоже? Да, Это же просто вообще гений. люблю слушать, да, да, гений. Я как-то полетел на Кубу Мгм. и думаю, надо посмотреть, как они там говорят на испанском. Купил книжку, учебник испанского. Пока летел в самолете, понял, что я могу говорить на испанском. Оказывается. Оказывается. Да, потому что итальянский похож с испанским, и Да. грамматика, и слова похожи. А еще правда, я... Половину уже вы сказали туда, половину да. туда. Ага. Можно чуть больше. Да, Ой, ой. Бывает. Да. Так. Еще, кстати, перед этим я забыл, я еще португальский умудрился выучить, потому что я уже работал. Я уже работал в медицинской компании, которая занимала... Не было как Паганель. Учил испанский, а выучил португальский. Я работал в медицинской компании, где занимался инновационными технологиями. Ага. И там оказалось, мне надо было поехать в Бразилию. Так. Да, командировку достаточно длительную. И в этой командировке так случилось, что я начал говорить на португальском. А португальский очень классный язык. Единственная страна, где во всей Южной Америке говорят, это вот португальский, это Бразилия.
Да. Все остальные страны говорят испанский. Да, Почему-то. да. Как так произошло, Ну, тоже непонятно. это португальцы. произошло, потому что Португалия захватила, там же конкуренция была, Португалия и Испания, да? Да, кто кого. Да, кто кого. И вот Португалия захватила вот эти, Земли- колонизировала Бразилию, да. земли бразильские? Да. А вот конкистадоры, они колонизировали всех остальных. Всех остальных. Да. И португальский очень красивый язык именно в бразильском диалекте. Мягкий. Да, там, Шипящих много. да, там, это вот в Португалии много шипящих, а в португальском, бразильском там звуки G, да, и там S, да, но pode falar mais devagar, например, да, не могли бы вы говорить помедленнее, да, то есть вот португальский классический, он такой, там прям вот это Ж, Ш, и мне не очень он, честно говоря, Заходит. благозвучен, да, а бразильский вариант, это же вот все песни вот эти вообще, Ага. да, это, ну, это сертанежа, да, вот даже сертанежа, как звучит круто, да, Ага. вот, поэтому, и в общем, после французского, итальянского, английского, испанский, оказалось, что я могу говорить неплохо. Мгм. И В всё самолете понимаю. уже. Да, в самолете книжку почитал, и потом 2 недели практики на Кубе, И все. и все. Но, кстати, есть момент того, что у меня, поскольку очень быстро я достиг вот этого плато, то у меня периодически откаты происходят. Ну, если долго не говоришь, рано или Да, поздно, поскольку да, я мозг, плохо его знаю и не учил прям профессионально вот так, да, ну то и есть практики серьезно. нету, то куда деваться, мозг Ну, начинает забывать, да. Ну, мне повезло, я не забываю языки, но они переходят в пассив. Да. Лук мы как режем? Да, лук кольцами. Лук кольцами и обжариваем По- спиртом. Полукольцами, Да, да? полукольцами, да. Да, вот, классно. Я всегда вот, для меня это, конечно, Как он это делает? да, как он это делает. Это просто, И почему пальцы до сих пор все на месте? это прекрасно. Тоже вопрос, да. Да, я восхищаюсь. Так, добавляем к мясу, да? Да. Я восхищаюсь. Я бы резал ее, эту луковицу, наверное, минуты 4. Ну, каждому свое. Хватит или еще добавить? Да, я думаю, хватит, да? Да. Мне кажется, хватит. Зато Семен только 2 языка знает. Кстати, вот то, что только 2 языка, да, это не только 2, это уже там, минимум 2, да, то есть это 100% доказано, что каждый язык определяет стиль мышления, Да, кстати. да, и подход к решению задач. То есть вот в Якутии очень много билингвов, те, которые говорят на русском и на якутском. И в Якутии очень предприимчивый, например, мне так кажется, я вот заметил, что Якутия и якутский народ, якутяне очень быстро адаптируются к новому, очень предприимчивые. Да, В хорошем смысле. В хорошем смысле. Да. Я смотрю, у меня много друзей, кто-то в Аргентине, кто-то там в Калининграде, кто-то, значит, в Дубае. Да, Кто-то в Штатах. я о гендерных вечеринках узнал от своих друзей якутян. Кажется, якуты проводят гендерные вечеринки. Я говорю, что это такое? Да, то есть, и вот я считаю, что вот этот вот как раз момент, такая открытость к новому и такая предприимчивость, и как раз определяется Типом мышления, Типом мышления, и да. языком, которым мы говорим. да, то есть вы можете говорить на русском и на якутском, а это же разные группы языков. Ну да. Это же вообще разные группы языков. Потому что, ну, многие считают, что нам нужно думать по-якутски. Ну, вот хахалы только думают, да. Думаем по-якутски, нужно переводить на русский, а если ты учишь английский, якутско-английского словаря, к сожалению, пока нет, и Да, поэтому да. надо по-русски, и потом еще туда. И вот- И и вот- мозг чуть-чуть по-другому работает, И да. вот интересно, что русский же он хочет, ну, это язык образный, да, то есть русский он хорош для вот описания чувств, да? Английский очень хорош для торговли, для переговоров, да. Да, для быстрого, ты как бы так. Да, а якутский это тоже достаточно поэтичный язык и, И очень тяжелый. да, непростой, Очень тяжелый. непростой вообще. 8 язык. падежей, окончания, да. роды, И, да. и это определяется как Какие-то раз. слова, которые на ходу придумываются. Да, вот Да. это вот, да, это действительно так. И вот Двойные, тройные отрицания. Да. Это действительно. И вот два сложных языка, как раз и знание в совершенстве, да? Ну, то есть это знание, это носители. Вы носители русского языка и носители якутского языка. И оно определяет, да, и оно определяет как раз умение сложно решать сложные задачи. Нету простых ответов на сложные задачи.
Ну, такой некий проектный подход. Да, да. Поэтому я считаю, этим определяется успешность во многом. Мгм. И вот такой вот новаторство. Ну, я без лишней скромности говорю, что мы якуты крутые во многих Да, областях. вы крутые. Вот в IT, например. Да, В вот IT, в том числе. культура, спорт. Ну, во многих областях. Вот даже, что мне нравится, IT это же новая сфера, относительно новая сфера, да? Ну да. И Только начала появляться, а мы уже... Только уже из Якутии несколько крупных компаний Ну да. вышло. 2 как минимум единорога есть уже. Да, да. Я думаю, вот, мы станем третьими. Возможно. Да, Удачи. да, спасибо. Да. Поэтому я считаю, что вам очень повезло, что у вас два таких сложных языка. Вроде бы как бы мы живем в самом холодном месте, мы вроде как замороженные, тормознутые. Вообще ни какие-то, разу. Да, а на самом деле ни разу. Так, давайте приступим. Выглядит. Вообще ни разу. Это я Мясо наше себе... готово. Да, мясо готово, класс. Затем мы что делаем дальше? Я думаю, нам нужен сыр. Да, сыр уже Да. Сыр, вот, натереть. Да, я буду тереть сыр. терите сыр. Мясо холодное. Вот оставшееся, Да. оставшееся что Да, делаем? его надо мелко нашинковать. Он умеет делать. Да. Будем делегировать полномочия, а я задам вопрос. Ну, да, перечисление всех языков, давай, все-таки мы это закончим, да? Давай. да. Английский, французский, итальянский, испанский, португальский, корейский, китайский, тайский, иврит, грузинский, сербский. Я учу якутский, еще не освоил никак, кстати. 16 будет. Евгений, я перечисляю и подытаживаю к тому, что ты совместно с Сергеем вместе вы разработали какое-то приложение, какое-то... то есть, Ну, у нас много проектов. да, проект, который позволяет легче осваивать новые языки. Ну, это проект, в принципе, довольно классический. Это онлайн-школа. Мгм. У нас есть онлайн-школа, Онлайн-школа. да. онлайн-школа, где люди учат языки по моей методике. Я вот взял, разложил. У меня есть опыт изучения языков всеми возможными способами. Ну, ты сам ходячий пример. Ну, что... Да, в институте, там, индивидуально, в группе, Мгм. самостоятельно, значит, на различных курсах. И я вывел систему, в которой постарался сделать так, чтобы, ну, язык это 4 навыка: говорение, понимание, чтение, письмо. Чтобы каждый навык... Аудирование. Да, чтобы, Что тяжелее всего дается, кстати? ну, по-разному, По вот, мне, кстати. по мне. Ну, для меня всегда было тяжело почему-то. Ну, мне вот аудирование сложнее, да? То есть я быстро Мне говорю. аудирование, я говорю, Да, да. и мне тоже аудирование, многим людям, да. Есть люди, которые хорошо аудирование, да, воспринимают. Мгм. И я так стараюсь раскладывать грамматику, чтобы она очень четкую структуру. Ну, мы преподаем английский, в школе французский, немецкий, китайский. 4 языка. Мгм. Вот, 4 языка основных. И все учителя работают по моей методике. Методика, которая дает быстро грамматические основы Мгм. и потом быстро заходит в разговор, в коммуникацию. Потому что, чтобы научиться готовить, надо готовить. Правильно? Ну да, технология. Да, чтобы научиться плавать, надо плавать, чтобы научиться языку, надо говорить. Надо говорить. Надо говорить. Других вариантов я пока не знаю. Ну да. Других вариантов не знаю. Так, Учитывая твою занятость, Евгений, наверняка это не так много времени. У тебя на готовку, ты вообще что любишь кушать сам? я люблю, как я сказал, я люблю разные кухни. Я Мгм. люблю сочетать. Каждый день я стараюсь что-то есть из разных кухонь. Мгм. Ну, с утра у меня, конечно, жена готовит завтрак. Мгм. Мне повезло. Кашка Она яичница. круто готовит, она все умеет готовить. Ты знаешь, сырники, например, Мгм. оладьи, Оладьи. иногда бережки. Панкейки. Да. Ну, у меня есть вот специалист по питанию, он мне говорит, что надо яйца есть. Я, в принципе, когда ем яйца, мне намного энергии хватает. Ну, то есть, Ну да. немного. Яйца доказали свою полезность. Да, яйца вообще классная штука. И японская кухня, французская кухня, китайская. Ну, китайская сложно сказать, там же очень много различных кухонь, в зависимости от того, где кто. Какая провинция? Да, вот мне, например, когда Север и север, юг отличаются очень да, сильно. очень сильно, да. Но мне вот, когда я жил в Китае, мне очень нравилась лапша. Сибай ламьян называется. Сибай ламьян – это уйгурские блюда, да, очень похожи на узбекские. На севере. Да, На на севере, север, да. вот где Неймангусь, где Синьцзяно-Уйгурский автономный округ там рядом.
Так, Да, я потому думаю, что и климат другой, схожий с нашим, Да, поэтому да, надо да. много, мы сытно, отдельно сделаем. может быть даже жирно. Даже? Да. Сюда да. сыр, да? Да, сюда сыр, и мы, соответственно, Может, овощами. мы добьем? Да, чуть-чуть. Так, опа. Вот, и я видел, как они делают эту лапшу прям при тебе. Прям раз, бросают. И я помню, я жил в Китае в 2010 году. Учился китайскому, я уже работал, взял отпуск и уехал, значит, учить китайский. И я помню, значит, порция лапши, это называлось сиханши дзданье. Это значит лапша с помидорами и яйцами. Мгм. И вот эта вот лапша, которую он при тебе растягивает, такой здоровый мужик, здоровый с такими ручищами. Прокачанный. Ну, потому что, тесто же месить, это правильно? Да, это очень Да, сложно. это будет. Это очень тяжелая физическая работа. Слушай, ну, опять же, касаясь языков, что бы ты посоветовал человеку, ученику, который, ну, допустим, решил какой-нибудь язык для себя выучить? Я прежде всего советую человеку, который решил выучить язык, отнестись к этому серьезно. Язык, То есть изначально понять, для чего это надо ему. Так? ну, даже если он это понял, да, Мгм. вот сейчас же в Ютубе куча роликов, да? Ну. Ну, например, возьмем английский язык, да? Огромное количество роликов в Ютубе, огромное количество бесплатных курсов, да, вообще все, что хочешь есть, все в свободном доступе. Мгм. А насколько это эффективно? Как ты думаешь, вот сколько людей таким способом выучили Быстро. язык? Ну, я думаю, кропаль вообще. Да, Очень да, мало. Да. Да. Почему? Потому что, оказывается, есть еще какие-то факторы, которые вот не учитываются, да, Мгм. людьми. А я скажу, эти факторы – это методика. Потому что язык – это штука, которую надо осваивать с помощью методики. Надо понять, что язык – это сложный процесс, английский язык, который может занять минимум 2 года. Да, минимум 2 года усердных занятий. Мгм. Да, и желательно найти преподавателя. Желательно… Носители языка. Не надо. О, Вау. Да, вау. А сырое мясо мы раскладываем сюда же. сюда, и я думаю, его можно же смешать с соусом, да? Семен, благодаря Семену, да. Да. У нас, как в России, один работает, двое разговаривают. Да. Можно смотреть вечно, как горит огонь, как течет вода и как работают как другие люди. работают другие люди, да. Не обязательно носитель. Носитель нужен только тогда, когда у вас уже есть какая-то база, и вам надо говорить. Пока базы нету, не нужен носитель. Мгм. Потому что грамматику мы воспринимаем на своем языке. Все равно. Все равно. Ну да. Да, поэтому… Это все равно технологии, которые, ну, скажем так, нужно выучить наизусть. Да, если Так вы- же? Ну, конечно, если вы занялись футболом, вам не нужен тренер мирового уровня сразу. Ну да. Да, достаточно тренера школьного. Чувака, который умеет правильно бить, Да, пинать мяч. да, да. И в языке то же самое. То есть, конечно, если возможности позволяют, можно взять. И сразу. И сразу, да, но это дорого. Да. Это дорого. Соответственно, лучше. Так, вот. Мешаем, смешиваем и раскладываем. Можешь здесь перемешать. Да. Так, мы сюда добавляем помидоры, да? Да. Мне кажется, вполне себе. То есть это получается что-то типа с языка слетело. Итальянское. Да. Карпаччо? Карпаччо. Карпаччо, да. Карпаччо. Карпаччо. Сырое мясо. Да, ну вот это блюдо возможно только в Якутии приготовить, Мгм. потому что Друг- жеребятины, Да, в да. другом месте лучше не рисковать. да, Мне кажется. Тут прям все, мы же говорили об этом в самом начале. Что тебе импонирует в якутской кухне? Есть какое-то якутское именно? Ну, кроме жеребятины, я так понял, ты жеребятину уже так Да, я жеребятину- влюбился уже. Жеребятину я люблю. Ну, мне нравится оленина. Доску Да. передай. Мне нравится оленина. Мне, Оля, Нина. Так. да. А другие блюда ты пробовал? Хан, Я пробовал, исмина, кстати. строганину. Строганину, ну, конечно, строганина, да. Строганина даже, в принципе, да. Нельму я попробовал. Саламат не очень я попробовал, мне нравится. Ну, вчера, кстати, я не успел. Да, мы Уби- съели его. Убежал. Да, мы съели саламат. Ага. Вот. И поэтому, да, вот саламат для меня открытие было в якутской кухне. Это интересно. Ну, тут вот так вот мы сделаем. Так, и у нас совсем мало времени остается. Расскажи, пожалуйста, про книгу свою. Да, Доску. Я- доску, да. Да. Книга, это книга
Я знаю, что ты ее принес нам. Да, я подпишу и подарю. Обязательно. Книга «На одной волне» — это карманный психотерапевт. Мы не поговорили в этот раз про психотерапевтическую практику, но это... Чуть-чуть, расскажи. У нас время есть. Овощи надо? Да, сюда овощи. Я считаю, я занимаюсь вопросами счастья психотерапии. Да, то есть люди... Вот с этого надо было начинать разговор вообще, как говорится, да? Ну, мы поговорили про языки, да. Да, Я считаю, что люди больше планируют свой отпуск, чем свою жизнь даже, да? Потому что к отпуску мы серьезно относимся. А вот как мы будем жить, ну Это, как-нибудь это будем. некая отложенная жизнь. Да. Вот будет отпуск, вот тогда я и нормально поживу. Да, и вот... Вот выйду на пенсию, вот тогда и куплю Ну, Lexus. ну или просто какой-то отпуск, да, вот человек, он очень серьезно к ним относится, куда он поедет, когда он все знает, да. А вот к счастью, можно же тоже так подойти. То есть счастье — это состояние, которое при определенной методике можно достичь каждому. Это вот про это эта книжка. Так. Поэтому Ну, в двух словах для наших телезрителей. Что такое счастье вообще? счастье Для это- тебя именно. счастье — это состояние, Так. Мимолетное. не обязательно, Нет, это нет. привычка, это как привычка, да? Ага. Когда вам нравится то, что с вами происходит. Но меня очень импонирует одно определение счастья. Счастье – это когда ты ощущаешь себя классным. Тоже, да? Да? С одной Когда- стороны, все говорят, что вот у нас тут столько людей, у каждого счастье свое, Да. но все мы люди, и все мы подчиняемся законам природы. И если мы общаемся с другими людьми, если у нас все хорошо в семье, если мы здоровы, то это вот такие базовые ступеньки, которые позволяют М. получить это состояние. И есть реально четкая методика, как его достичь. И вот она здесь описана. И вот она здесь. И книжка, да. В этой карманной книжке, друзья, руководство к действию. Книжка очень Евгений легкая. Ковешников «На одной волне». Если вы еще несчастны, то достаточно А если вы счастливы, то вы можете стать еще более счастливым. еще более. Да, Вдруг вы не так счастливы, как... да, я хочу подарить вот тебе, Петр, тебе, Семен. Спасибо. Обязательно подпишу и, Да. Так, ну что ж. пожелаю нашим телезрителям. Да, давайте, что мы времени. делаем? Берем по сэндвичу. Да. Вот, берите, Петр. Ага. И Мы берем Это вам? последующую. Начинаем есть или что? начинаем есть, да, обязательно. Ну, нам нужно же попробовать. Я, пожалуй, возьму вот Мне этот. кажется, неплохо получилось. Ну, очень красиво. Да. Кстати, вот эстетика в еде, это же, ну, мне кажется, да, можно чуть... Ага. Подрезать? Да. Давай я тоже подарю. Давай, вот я вот так хочу Прям сделать. классно выглядит. Очень классно. Я вот так хочу сделать. И вот так подрезать его. Ого, разваливается чуть-чуть. Ничего. Так. Держи. Ага. Такие ножи острые. Классно. Очень аккуратно. Да, это сразу Мискоу. свидетельствует о Мискоу. профессионализме места, где мы находимся. Ай-яй-яй. Не поваляешь, не поешь. Ну что, друзья, давайте пробовать. Так, интересно. Как это? Суперово. Мгм. Реально получилось просто вкусно. И тут без запятых. Да, просто вкусно, действительно, мне нравится. Евгений, Семен, спасибо вам. Спасибо большое. Да, и учитывая то, что человек полиглот, Евгений, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Наступающим Новым годом можно на разных языках. Сейчас я говорю, прожую сейчас, ладно? Давай. Дорогие зрители, с Новым годом! Happy New Year, Merry Christmas, Feliz Navidad, y Año Nuevo. Синьян Квайла. Синьян Квайла. Китайский вариант. Китайский вариант, я Китайский понял. вариант. Пока понимаю. Встречная Новая година. С Новым годом на сербском. Сербский. Мгм. Да, на сербском. Сехе на корейском. Да? Так просто? Да, Сэхэ. да. Ну там можно еще подальше сказать. Мгм. Савади Пимай. С Новым годом. На тайском. Китайский. Да. Avec nouvelle année на французском. Avec nouvelle année. Avec, да. Ну, Anno Nuevo на португальском, на испанском.
и на итальянском. Все, в принципе, так. Схоже. Да, всем желаю счастья, и мне хочется сказать, что такой день, как сейчас, он больше никогда не повторится. Никогда. Поэтому есть реальный смысл ценить то, что с нами происходит, и жить здесь и сейчас с большим удовольствием. И самое главное, вкусно. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Евгений Ковешников, автор книги «Полиглот», психотерапевт, путешественник. Про саксофон мы не поговорили, Да. но ничего страшного. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся потихоньку. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы.